Идеологии как таковой, в общем-то, четкого формулирования нет. Но, вы знаете, вот в 90-е годы и 2000-е годы много всего отрицалось, да? Как детей воспитывать мы не знали, как жить. Вот я для себя так и сказала. А общечеловеческие ценности, они куда делись? Вот это самое главное и ценное. Вы понимаете, деньги все вытеснили, все, много чего, я считаю, что все это мишура, а суть-то остается человеческие взаимоотношения, общечеловеческие ценности. И поэтому можно очень красиво все прописать, идеологии, и ничего не сделать, и вроде как всегда говорить. Мы так взяли уровень, простой совершенно уровень, местное самоуправление. И мы не придумали это искусственно, вот не сидели в кабинете, не думали, какая же национальная идея, какая идеология. А мы увидели, как люди живут, что они хотят, чтобы произошло. И мы говорим, а значит, надо объединиться и вместе это сделать. Вот в городе это уже происходит. В горсовете я тоже вижу депутаты разные, и это тоже уже есть. Они все поменялись, они также пошли, все, кто сейчас в горсовете, к людям, услышали, что люди хотят, и хотят это сделать. Это же уже достижение. Поэтому зачем громкие слова говорить? Муниципалитеты это очень важно. Тем более, что, собственно говоря, и закон 131 об организации принципов местного самоуправления, все это же есть. Что-то дорабатывать. Ведь там есть вот ТОСы, территориальное общественное самоуправление, которые вообще не работают практически, да? Закон есть, федеральная власть, вот как в фильме сегодня уже было, в то время был Медведев, президент, он сказал, что к 2011 году муниципалитеты по сути не работают, ведь это же и они признают, ведь никто, федеральная власть не мешает это делать, значит, это нужно делать на местах, и не ждать, когда из Москвы кто-то придет и в Уфе, в Липецке, в Курске наведет порядок. Почему люди свои местные вопросы не должны решить сами? И мы это собираемся делать. И потом мы подумали, а почему мы только одни? А оказалось, вот сегодня люди приезжают, мы их не видели, они подходят и делятся опытом. У нас так, у других так. Вот соседка справа говорит, а у нас не такой активный регион, Саратов, да? Да. У нас не такой активный регион. Как вы живете в Уфе? Вы понимаете, это как раз действенный метод. И вот вы сказали, партия наша не отличается от других. Вы знаете, вот я думаю, что отличается. Такую партию никто никогда не делал. Никто не дал указаний, никто не регламентировал. Люди пошли на выборы, не знали ничего до этого, окунулись в эту гущу проблем. И мне все равно стало. А почему мы должны так жить? И мы к этому пришли сами. Дальше мы собрали людей в регионах России. Ну, было 60, сейчас вот по разным причинам 58 оказалось. Люди приехали, и это за 3 месяца. Кто бы мог в это поверить? Вы знаете, я и сама с самого начала так сомневалась, а получится ли. А сегодня я давая интервью сказала, это победа, мы это сделали, мы довольны, гости довольны. Я думаю, что и вы осветите должным образом, потому что не потому что это надо осветить, потому что вы не будете грешить, не пойдете против истины. Действительно, это маленькая, первая, но победа. Кого победа? Людей, активных граждан. Пускай в гражданском обществе строят. Все говорят, что будут строить, и мы говорим, будем его создавать. Но мы будем кирпич за кирпичом складывать. И мы надеемся, что больше и больше будет активных граждан, чтобы мы были не населением, как я говорила, а гражданами. От нас зависит многое. Я в этом уверена.